больше задерживаться никак не можем. У нас кукуруза поспела, пора домой. Вот так вот оно и было. Вот видите, это как бы, да, все. Не, на самом деле, у каждого до сих пор жили, ну да, был период, конечно, когда вот эта наивомания была, бум, все хотели хорватский наив, да, это да, но никогда не бросали землю. Они все живут от земли, они все живут на земле. У всех виноградники, у кого-то пасеки, у кого-то кукуруза, у них у всех огромные участки земли, еще раз говорю, все живут, никто не бросает, они все остались крестьянами. Фране Филипповичу, представитель, да, ну, понятно, завещание, здесь вот сценка есть, вот даже можно прочитать, здесь написано Хлебине, завещание, которое выставляет своей дочери дом и участок сада. Иван Вацкович своими замечательными пейзажами Подружской, Мартин Мейкер тоже застал его в живых. Все они уже, к сожалению, умерли. Часто рисовал вот такие занятия, размол зерна. Такого вот. Драгон даже трагически погиб в 1983 году во время работы, трактор перевернулся, в 1983 погиб. Был замечательный, талантливый художник, там его вот еще молитва, тоже графика. Николаевич Даль Паркинов, он по годам, он в принципе до 1935 года, как и они, он бы, ему бы принадлежать бы ко второму поколению, но он как попозже стал рисовать, и поэтому принадлежит третьему поколению. Он всю жизнь отработал трактористом в компании Подровка, вот, которым есть, и сейчас до сих пор рисует. Молодец, пишет стихи, такой неунываемый дядечка такой. Одно удовольствие с ними общаться, любит поговорить. Такие вот крестьяне. Вот здесь, с этой стороны, мы специально поставили, немножко, ну сразу видно, да, отличается от традиционной иконографии. Это представители третьего поколения, Владимир Иванчин, это тот художник, которому я первым я попал. И когда вроде захотел узнать, а подъеду, знаю адрес. Сначала адреса не мог найти, потому что в русском интернете нет ничего. На тот момент, 10 лет назад, ничего не было, поэтому я где-то там с трудом, в хорватском интернете. Ну ладно, адреса нашел, подъезжаю, а языка не знаю, переступить себя не могу зайти в дом. И как вот, ну, что я буду говорить с человеком, да, я приехал, вот написано мне там, ателье такого-то художника. Ну вот попал потом в Кулак, да, он оказался очень коммуникабельным, замечательным, познакомил меня со многими художниками. Так же, как и я, Владимир, ну, они ставят на первый класс Владимир. Вот. Они все начинали как апологеты Кремлевской школы. Все первые, там, условно, пока вот не набрали свой какой-то невыработанный собственный стиль, они все работали в иконографии Кремлевской школы, в основном повторяя, копируя или как бы подражая творчеству Мии Ковачича. Вот мы его дальше пройдем, посмотрим. Да, это великан. Художник, который оказал наибольшее влияние на все последующие поколения. Опять же, работы у нас недостаточно, тех, чтобы посмотреть настоящее творчество, еще раз рекомендую зайти в интернет, посмотреть, там огромные есть полотна, там 2 на 3 метра стекла, представьте себе огромное, с множеством персонажей, с босковской тематикой, с библейской тематикой. Вот. А эти художники, как бы работая в традиционной школе, потихонечку отошли, нашли свой собственный стиль. Вот Влада нашел вот как раз этот цикл работ, посвящен реке Драве. Драва у них такой, скажем, не просто река, метафизический объект, она кормилица, поилица, она все для них действительно много значит. И здесь вот старый мост на Драву, видите, на всех работах, да, обозначен, ну, такие какие-то мир грез, мир воспоминаний на его картинах, такие нимфы, русалки, дуванчики, рыбы, это вот такая, я говорю, что он импрессионист наива. Ладно. Но так или иначе техника унаследованная, рисование на стекле, да все равно это достаточно. Опять же говорю, это отсутствие образования профессионального, они все не профессиональные. И беседка злата тоже одна из поколений вундеркидов, 10 лет начала уже выставляться, причем за рубежом, 12 лет начала продавать картины. 59-го года рождения, тоже рисовала в стилистике Кремлевской школы, но потихонечку отошла. Видите, здесь уже фактически реализм. Как она сейчас сама говорит, я не наивная художница. Ну, я с улыбкой, конечно, но, госпожа, можете говорить что угодно, наивно, не наивно, но отсутствие профессионального образования,
обычная средняя школа живет в селе, да, конечно, у нее как бы даже, я сказал бы, это наивный гиперреализм, да, вот такой, да. Но посмотрите, какая техника. Мы ее ставим в первую очередь потому, что посмотреть филигранную технику письма, до какого совершенства доведена техника рисования на стекле. Можете поближе подойти. Вот все, даже глазки у куриц, все травка прописана. Представьте, насколько это мелкие детали. К сожалению, нет лупы. Так-то я вот водил экскурсию там каких-то, прямо с увеличительным стеклом показывал, да. Вот здесь попытаться разглядеть, вот насколько там все прописано, каждая перышко, каждая травка, все. Это иллюстрация, был ей заказан цикл иллюстраций к книжке английского издательства, к сказке. Вот таким вот образом это был один из вариантов иллюстрации, это лесной эльф, как она у нас называлась. Лесной эльф, зеленый дятел и поиски магического цветка, так книжечка называется. Вот. Вот сам как раз это вот обложка книжечки. Сам дятел как выглядит, вы видите, как она хорошо рисует, да? И вот тоже еще один из вариантов иллюстрации. Вот иллюстрации вот таким вот образом, видите, были сделаны. То есть вот видно хорошо, вырезано стекло, здесь оно уже как бы, да, вырезано. То есть и иллюстрация выполнена на том, чем умею, на стекле. И вот таким образом эти иллюстрации были отосланы в Англию, отсняты, сделаны иллюстрации, а сами работы остались в частной коллекции в Англии. Такая вот высочайшая техника рисования. Ну вот давайте вот здесь у нас, сразу я еще, ну перейдем, вот как раз это вот работы Мии Ковачича, вот выдающегося художника, единственно оставшегося в живых из тех вот поколений, 35-го года рождения, я с ним дружу, счастлив, что мы общаемся, я общаюсь с его семьей, высочайшая техника. Я что говорю тоже всем, что если бы вы его встретили, вы бы в жизни не подумали, что это художник. Он огромный, как медведь. Руки 3 моих, вот такие, ноги, но вот немногословный, там, бу-бу-бу-бу-бу. Как он в своих руках карандаш-то держит с кисточкой, не знаю, ну просто это. А у меня, кстати, этот, по-моему, даже портрет его, Ковачич. Есть у меня его. Должен быть, чтобы хотя бы представление. Вы знаете, на каждой работе какие-то черты угадываются его автопортрет вот похожи, и они как бы, да, а вот он, видите, так вот где-то на светлу, вот его. Если вот так смотрите, вот я вот закрою, да, вот его нос и рот, это вот угадываемо, да, тем более вот такая вот растрепанная шевелюра седая все время, огромные руки, еще раз говорю. Вот как раз видно то, что он пишет с обратной стороны стекла, да, вот с той стороны, это лицевая сторона к нам, а он пишет с той стороны. Ну, абсолютно выдающийся художник. Откуда? Он-то прожил вообще, этот главный в селе, а этот на хуторе. В родительском доме он был младшим из 5 детей. И, собственно, как младший остался в родительском доме, жил с родителями, и так он на этом хуторе живет. Живет часто, постоянно проводит время на винограднике, зимой. В основном в зимнее время так и все рисуют. Да? И вот его замечательный натюрморт. Смотрите, какая сила. В нем передана вот это богатство. Даже не сказать, слово еда-то не подходит, да, вот всех, и как переданный хлеб, это, ну, улья, это масло стоит, масло, лук, бритва так называемая, монголь, картошка, да, чеснок, пейзаж, возраст. Выдающийся художник. И давайте вот туда быстренько я еще расскажу. Это тоже представители 3-го поколения. Все абсолютно, вот за исключением, я буду рассказывать о представителе 4-го поколения, Дража Никитица.
он у нас единственный. Вот те все работы, все они классики хорватского и мирового, наверное, искусства, и этих авторов, все работы находятся в постоянной экспозиции и Хорватского музея национального искусства, и других музеев. То есть все это признанные мастера. Нада Швегович Бударь. Замечательная, как про нее говорили, когда она вот в 80-е годы выстрелила вот таким, говорили, живая ветвь старого хлебинского дерева. Еще называли ее Подовским Брейгелем. Такая у меня в темной гамме на цветовой. Ну, такая, скажем, такой человек с очень сложной судьбы. Тоже я ее застала, она умерла, достаточно рано, она умерла в 60 лет, в 2011 году. Была она без детей, рано потеряла, как-то сломалась, потеряла мужа. А потом это было связано с творческим кризисом. Там еще ведь кризис какой произошел? Вот, если мы говорим вообще, да, то есть Генералович начинал, да, это вот потихонечку, до 53 года Генералович начал рисовать, условно говоря, в 30-м году, да, в 31 году впервые выставился. И до 53 года это все вот потихоньку, потом как выстрелила выставка в Париже, и пошло. Эти мировые выставки. В 69 году Генералович был признан единственным живущим классиком мирового наива. То есть в Братиславе, на Инсите, на международной выставке, на Триеннале, скажем так, да, и вот это поступ, вот это по всему миру, Ковачича вот будет потом, Андрей Анатольевич поставит видео, там один только перечень городов, где Ковачич имел свои персональные выставки, поражает воображение, свыше 100 городов по всему миру, включая и Москву, и Ленинград, и все, и Нью-Йорк, и в Малайзии, и в Австралии, и в Японии, и в Китае, и по всей Латинской Америке, и в Северной, естественно, в Европе, везде. Вот. И еще раз говорю, да, и это был бум, это была наивомания. Вот 70-е, 80-е годы Европа сошла с ума, все хотели хорватское наивное искусство. Там, собственно говоря, и пошла коммерциализация этого процесса, счет художников. Если мы говорим первое поколение, это Генералович Мраз и Вильнюс, двое из них, Мраз рано отошел, который был подростком, начинал, он очень быстро ушел в идеологию, на идеологический фронт, Вильнюс погиб в 43-м в концлагере, Генералович остался один, то второе поколение еще 6 художников добавилось, то третье поколение насчитывало сотни художников. Как говорят, в Хлебине каждый хлебинец был художником. Было так, рисовали все, потому что был огромный спрос. Стекол в коровниках не было, внимания, все надо было, чтобы стекло рисовали от малого до велика. Приезжали спекулянты с Италии, из Германии, массово скупали картины, счет шел не на штуки, а на килограммы. И такое было, и поэтому она позахлебнулась. Это понятно, что те мастера, о которых мы говорим, естественно, они уже достигли высокого уровня, цены на их картины были высокие, и они сохранили себя. Но так или иначе, очень много было некачественной продукции. И сами себя не подпортили, конечно, вот то, что вот это хорватское наивное искусство. Это и сейчас на самом деле, их до сих пор видите в Хорватии, этого добра, оно попадается в магазинах и везде, но это не имеет никакого такого, естественно, к настоящему искусству, да? Вот. А стекло-то кто поставляет? Это же не проблема. Да что вы, это сейчас совсем не проблема, а и тогда-то не было проблемы. Стекло это доступный материал. У них же не производится? В Хлебине нет, конечно, но я думаю, что это сейчас... Нет, вопрос в другом, в хорошем стекле. Сейчас вообще какие-то ультра прозрачные полированные стекла вот используют они. Вот, поэтому, ну, где-то, как и краски все импортные, то, что я знаю, вот общаюсь с ними, немецкие, итальянские, причем там это видно по качеству краски. Они очень это яркие. сейчас. Сейчас. А изначально краски чьи были? Какого происхождения? У Генераловича были хорошие краски, Хигедушич им привозил. А вот Ковачич мне рассказывал, да, когда было, вот, разговаривали с ним, он говорит, ну чего, я вот услышал, что Генералович такой, да, появился, что, я было, ему 18 лет, ну, порисовывал что-то, ну, пошел, вот он на него в 7 километрах Хлебине от его хутора. Пошел пешком, Генералович пришел, покажи. Ну что, во-первых, Генералович был 14 года, Ковачич быстро с 5 21 год разница, он для него уже чуть ли не старец, да, для 19-летнего пацана. Ну, чего он мне скажет? Он крестьянин, я крестьянин, ну смотри, вот так вот рисуй. Ну что, пообщались, может, полчаса показал. Все равно это все потом своему уму. Он говорит, чего, после разговора пошел в магазин, купил краски. Какие он краски купил в магазине в сельском?
купил половую для стен, естественно. Вот с этого и начиналось. Потом говорят, да что-то не эти краски-то. Уж потом где-то вот зарабатывал, подскопил, с Загреба возили, конечно. То есть я вот что хочу понять. Технология, она развивается от там, 20-х и сегодняшнего, 20-го уже считайте года, за столетие. Ну, это понятно, но как бы наивысшие точки вот и в их-то творчестве, они уже в 60-е, 70-е годы, это вот, скажем, там пик. И создание картин таких, и все. Ну, сейчас тоже, конечно, сейчас успешные, все равно есть успешные. И вот мы говорим, допустим, да, и то, что возвращаясь к Наде Швегович, и вот этот, она только созрела для этого, вот 80-е, начало 80-х, конец 80-х, и тут она добыла себе славу, в том числе международную. Тут происходит распад Югославии, гражданская война. Интерес резко падает, потому что фактически все закрыто. За время гражданской войны югославской интерес европейских галеристов пропадает. А интерес художников к этой теме, он где-то отражен? К теме войны? Да, да. Да, есть работы, где вот у Николы Ветчина, вот там что было репортировано у него и на тему Луковары, и на тему всего. Есть. Вот Кустурица же остро, как говорится, переживал. Переживал, да. Ну, Кустурица, скажем так, он сам из Сараева, из Боснии и Герцеговины, да, и сейчас проживает в Сербии. Ну, это обоюдно, с обоих сторон эта тема отражается. И у Генералича было в творчестве, конечно. Все это было, да, безусловно. Вот, и у Нады Швегович, конечно, вот на самом пике ее творческой формы вот такое вот как бы происходит. Тут происходит творческий кризис, и тут, и тут. К сожалению, вот как-то ее это подрубило здорово. Ну, у нее были еще проблемы со здоровьем, с психическим, как бы это видно по затемнению цветовой гаммы. Она уже более еще в темной гамме работала. Ну, как и многие талантливые люди, да, они остро как бы это все воспринимает. Она вот конкретно на этих работах, эти две работы посвящены по-русски масленице. Называется у них она «Фашник», от немецкого «Фаштнакт», «Ночь поста», по-нашему «Масленица». Вот эти, она создала целый цикл на тему фашника, на тему масленицы, где вот ей удалось передать вот эту мистическую атмосферу народного гуляния. Такие тоже со смыслом все работы, да, особенно вот 89-го года, она их просто вот датировала. 1, 2, 3, 4, 5. Ряд работ находится в музее тоже, да, хорватский. Замечательная работа. Степан Ионец сейчас тоже представитель третьего поколения. Последний, кто включен в круг художников, вхожих, и которые работают. Ну, как бы вот тут вопросов-то много, да, вопросов много среди, мы говорим, что вот их было, особенно во время вот этого бума, там сотни художников, ну где-то 200 художников у них, они имеют свое хорватское общество наемных художников зарегистрировано, где они платят взносы, где им начисляется пенсия, в этом плане у них тут защита есть социальная. Вот. Но музейное сообщество искусствоведов достаточно глубокую оборону заняли, есть обозначен четкий круг фамилий, куда вошли где-то порядка 15 художников и все. И глухая оборона, то всех остальных не пускают ничего. Поэтому тут достаточно такие трения, а мы тогда кто, а как, чего. Ну вот это вот как раз последний художник, который был включен все-таки в официальное вот поколение, он везде во всех монографиях упоминает. Сейчас его выставка персонально проходит в Загребе, в музее Степан Ионец. Такие вот отсылки как раз здесь вот к голландцам, да, малым голландцам, к фламандской живописи. Но это на самом деле так, очень похоже. Керстах и Гедушич в свое время, его увлечение было, да, фламандцами Питером Брейгелем, и он часто говорил, что очень похоже Подровин и Брабант. Вот эти, а Подровина здесь начинается Паннонская равнина, бесконечная. Вот эти участки наделы земли, вот эти пирамидальные тополя, это вот как раз очень их роднит с голландцами. И вот как раз мы заканчиваем уже на представителе 4-го поколения. Опять вернулась на круги своя. 4-е поколение насчитывает буквально 4 человека. Как начинали с троих, так к этому опять и вернулись. Потому что интерес как бы пропал, учиться никто особо-то не хочет, денег или какого-то материального достатка. Для того, чтобы что-то представлять себя, надо годами, надо десятилетиями учиться. Кто же это будет ждать? И если не факт, что если ты научишься, то и картины, условно говоря, будут активно покупать, на картины не проживешь.
Поэтому вот четвертое поколение, это буквально 4 человека, а фактически самый интересный из них, вот мой приятель, Дражин Тетец, признан многими искусствоведами как самобытный автор. И опять же, здесь многое и личностного, потому что, ну так сложилась жизнь, он с 72-го года рождения, семьи не было никогда, жил с родителями, родители умерли, и вот сейчас с собакой живет от меда, имеет пасеку, поэтому с ранней весны до поздней осени ему рисовать некогда, он занят пчелами. На это он как бы, да, мед продает, на это живет, ждет, не дождется, когда настанет зима, когда он наконец сможет сесть, рисовать. Вот в основном эти картины все созданы в зимний период, когда есть свободное время. Давайте я быстренько вот так по картиночкам пройдусь, расскажу. Да, тоже у него много аллюзий, много каких-то в его сюжетах, много смыслов, много каких-то аллегорий там и отсылок к чему-то. Да, вот, ну понятно, ищу человека, еще называется сельский диоген, да, как мы говорили с ним. Я сам присутствовал во время написания этой картины, мы обсуждали много с ним деталей. Ну, символы понятны, да, в качестве диогена он нарисовал себя, вот видите, кисточки торчат у него в кармашке. То есть вот он среди белого дня с лупой, со свечой, ищет родственную душу. Да, действительно, он такой одиночка, вот совсем одиночка живет. Там бочка диогена, а вокруг вот эти события, где-то идет обжорство, да, и пьянство, вот это, кто-то голодает, это вот голодающий, вот это как раз кризис мигрантский, вот этот исток беженцев, да, показан здесь вот с стерлядниками. Ну, достаточно критическое отношение к церкви показано у него такое, да, действительно, в том числе и с местным священником, они постоянно выясняют отношения там своим католическим. Вот. Кто-то попирается к символу веры, кто-то интересует деньги, кто-то вообще хоровод вокруг веселится. Ну, смысл такая смысловая достаточно картина нагруженная. Каждый для себя может что-то тут найти, какие-то смыслы. Это такая достаточно пасторальная работа с Верещей, да, показана сценка такая, ухаживание, подсматривают вот, за парочкой влюбленной. Картина называется «Петр и Петух». Это на тему евангельского сюжета предательства Петра. Да, понятно, это значит здесь Петр. Ну, так быстренько напомню сюжет, да, когда Иисус сказал, что там не пропоет петух 3 раз, как ты меня предашь. Вот как раз эта сцена, там служанка, которая опознала, Петр, который показывает, уводит Христа, и в это время поет петух. Картина связана с Екатеринбургом. Каким образом? Я давно влюблен в творчество Мишаевича Брусиловского. Знаю его хорошо, да, его творчество. Мишаевич на протяжении всей жизни, он постоянно возвращался к теме Петра Петуха. У него очень много работ в этом цикле, знаете, да, написано. И вот когда в очередной мой приезд в Петербург 1,5 года назад на открытие музея, мы были в Головном музее, нам всем вручили монографию в то время, новую свежую монографию Мишаевича. Я вернулся к себе домой, потом поехал в Южную Хорватию и, естественно, рассказывал про все, как выставка, музей прошел, открытие прошло, и в том числе делился с Дражином вот по творчеству Мишаевича. Вот рассказал о том, что Мишаевич писал такой интересный цикл, Петр Петух, вот такая вот тематика. Он слушал меня, слушал, потом вроде говорит, а я бы вот тоже попробовал бы на эту тему написать. Я говорю, ну попробуй, конечно, сюжет с ним, я не командовал ему, что тут это. Говорю, ну попробуй, если получится интересная картина, я с удовольствием куплю. Ну вот это как бы посыл идет, заход отсюда, скажем так, после обсуждения, да, творчества Мишаевича Брусиловского. Вот такая картинка была создана, она была написана в прошлом году. Здесь еще на тему евангельского сюжета, да, вот Иисус встречает свою мать, это тоже вот так, ну, собственно, все понятно, да, здесь вот как раз и Петр с рыбой, Петр рыбак, вы знаете, рыба символ христианства нарисован, петух вездесущий, да, опять же, на многих работах, вот. Картина Хлебинская жалостная, на ней как раз вот село Хлебини, и вот это помещение Хлебинской картинной галереи. В Хлебине построена большая картинная галерея, где в одной половине находится музей Генералича с подаренными
им, селу Хлебени, работали, своему родному селу. Генеральевич подарил целый ряд картин, которые специально было пристроено помещение. Сейчас там музей Генералича, а другие помещения предназначены для проведения временных выставок наивного искусства. И показано реально, вот тоже мы говорим о том, что вроде как-то сказочно, как-то немножко, да, такие приукрашено. Нет, на самом деле очень часто реальные события описываются художниками. Да, конечно, это как наивный художник может нарисовать ярко, да, что-то немножко приукрашено, но это на самом деле во многом это реальное событие. И действительно Хорватия выглядит вот так, как бы сказочно это не казалось, вот эти деревья, вот это там природа. Приезжайте, убедитесь сами, что действительно так оно и выглядит. А вот это данный случай изображен, да, вот как раз я только оттуда уехал. Было как раз незадолго за этого в Хорватии, буквально. Вот я зачитаю сводочку с сайта, сообщение на сайте Государственной службы спасения. Да, 17 июня 2010 года, естественно, картина 2010 года, с 22:00 до 0 часов на Коприническо-Крижевацкую область, вот где это все происходит, обрушился мощный ураган. Шквалистым ветром, сильным дождем, повалено множество деревьев, повреждены линии электропередач, повреждено 6 высоковольтных линий, 53 села и деревни остались без снабжения, вода затопила дороги, дворы, подвалы во множестве селений. Из-за разлива рек были перекрыты участки 2 федеральных автотрасс рядом с Коприницей. По ситуации в селе Хлебени художественной галереи имени Генералича. Повалены, уничтоженные деревья, повреждена скульптура, повреждено множество крыш, несколько домов, местная церковь, кладбище, школа, затоплены подвальные помещения. Муниципалитетом Хлебени создан штаб для оказания помощи и проведения восстановительных работ. Вот, к счастью, несмотря на такие апокалиптические сцены, никто из жителей не пострадал. И удивительным образом не пострадала ни одна из скульптур, которая вокруг вот Хлебенской галереи, тоже наивные скульпторы стоят. Вот. И Дражин, собственно, это вот все отобразил. А как это выглядело, вот смотрите, как это все порушило. Там был огромный парк, срушило все деревья, выворотило вот так. Вот видите, такие сцены какие-то. Все вот это было вот так после урагана. И вот видите, все спилили, а скульптуры остались все так стоять. Как-то деревья попадали, так и не порушили ни одной скульптуры. То есть вот, ну, здесь узнаваемые персонажи есть, здесь отдельная тематика, как бы кое-какие. Ну вот Дражин как раз это белый олень Генералича высунулся посмотреть, что происходит. Вот видите, ну, похоже больше на козу, да, но по крайней мере, рогатый это олень. Это вот тот белый олень, символ Генералича. Вот тема такая, вот эта, ну, понятно, это продавец, торговец ситами, по деревням ходили, и у нас раньше что-то продавали, то, что и корзины продавали, то, что, вернее, не продавали, а был натуробмен. Вот хозяйкам отдавали, хозяйки несли, вот видите, у него уже кто-то принес, у него уже тут петух, вот утку несут, кто-то он снимает, она сгоняет, сейчас петуха тоже понесет на дне. Вот, к этой картине. Вот еще один евангельский сюжет несения креста, где, как это часто, да, как всегда происходит, евангельский сюжет помещен в среду, вот как раз Подольского пейзажа, в Хлебенскую деревню, то есть никто, условно говоря, Израиль или там что-то не рисует, представляете, все, весь сюжет помещается, как и в ситуации с Петр Петух и другие, это вот Подольский амбиент. Давайте я это закончу, и тогда вот эта работа то же самое, как я говорил, да, вот такая она достаточно сказочная, водоворот на драйве называется, да, такое мощная, такая, немножко, да, и страшноватая. Что меня спрашивают там зрители, а что действительно на драйве такое? Мне Андрей Анатольевич Бабрихин говорит, да ладно, драва спокойная река, она там течет по всей Подоле. Я говорю, Андрей Анатольевич, там рядом совсем истоки, а дравы истоки в Альпах. Как дожди начались ливневые, дрова выходит из берегов моментально. За 2 часа затапливает все, наводнение происходит. Дражин сам рожден в деревне Коматицы, в 5 километрах от Хлебени, рядом с рекой Дравой. И родители были вынуждены в начале 70-х уехать, потому что постоянно затапливало, постоянно наводнение. Сейчас насыпали дамбу, сейчас нормально все. А в то время невозможно было жить, так они переехали в Хлебень. Вот. И здесь показан в том числе, да, в такой вот аллегорической такой форме, вообще-то, ну, настоящий случай,
который произошел в 1953 году, 12 сентября 1953 года. До сих пор местные жители это в памяти все. Это говорим о драве, да, потому что драво кормилица, драво поилица и драво метафизический объект своей вселенной, да, но драво дает очень много, но иногда и забирает. Вот многие местные жители до сих пор помнят трагический случай, произошедший 13 сентября 1953 года. Крестьяне местные поплыли в лодке на другую сторону дравы, заготавливают тростник для вязки, для вязания початков кукурузы. Так, в такие косы сплетали, а тростник использовали для плетения его. Ну и у нас и циновки плели из тростника, даже у нас, я помню, у бабушки в деревне было, сумки плели и так далее. Вот они тростник поплыли заготавливать тростник и попали в сильнейший водоворот. Лодка попала, и они, одетые в тяжелую обувь, с инструментами в руках, практически не имели шанса победить стихию. И река забрала 14 человек. Река стала могилой для 14 человек. Два тела так и не были найдены. Средний возраст погибших 36 лет. Самому младшему, по-моему, было порядка 7 лет, старшему 70. Но в основном это были люди нормального, как бы, ну, 36 лет, то есть 20 лет, 17 лет, 40 лет, то есть, ну, видите, это никто не смог спастись. Все 14 человек погибли, но до сих пор каждый год проводятся траурные мероприятия, люди помнят об этом. Вот, допустим, фотография 2017 года, вот проходили траурные мероприятия на реке Вите, венки спускают на воду, поют песни, водка идет, они поют какие-то, возможно, церковные песни. Здесь видно хорошо, что они поют, а потом вот фонари запускают, 14 проведенных фонарей, вот в память о погибших. И такое, вот видите, как это, как бы, все это вроде посмотреть, да, сказочный какой-то сюжет такой, ну понятно, что здесь и русалки тут речные запели, да, все. На самом деле это все действительно правда, на картине. И вот последней работой мы заканчиваем, она такая тоже много аллюзий, много аллегорий. И спрашивают, конечно, очень странно, да, повешенный петух. Кто повесил, к чему повешенный. Но, во-первых, как я вам уже рассказывал, да, здесь удражено не копирование, а внутренний диалог с мастером, с Генераличем, да, разговаривая, отсылка туда на тему его петухов. И, конечно, в первую очередь он ставит вопрос о судьбе, сегодняшней судьбе хорватского наивного искусства, о непростой ситуации. Я уже вам говорил, что круг классиков закрыт, фактически попасть в него невозможно. Критики движет глухую оборону, что делать им, для кого он пишет, кому он говорит, живо или нет хорватское наивное искусство. Вот такой вопрос ставит, поэтому, собственно говоря, и кто-то повесил, или, скажем так, да, или кто сам-то не повесился, птицу невозможно повесить. А хорошая есть картина другого хорватского наивного художника, не представителя Блединской школы, Матиас Скурени, такая достаточно сложная, «Война» называется, и там она такая вдаль уходящая, 3 виселицы. Повешен на одной виселице человек, в другой повешена собака, а на третьей виселице повешен петух. На петуха повесить невозможно, потом он взлетел и сел на перекладину. Поэтому птицу-то вообще повесить-то невозможно, она улетит, взлетит, по крайней мере, а тут кто-то постарался. Ну, мы надеемся, что все-таки вот живо хорватское наивное искусство, но на самом деле, как бы, да, об этом многие говорят, что спустя более чем 80 лет с момента возникновения данного феномена, все-таки он уже заканчивается, не имеет своего трансисторического продолжения, да, отдельные, конечно, есть. Ну, собственно говоря, вот я смотрю, Дражин 72-го года рождения, уже не молодой, уже 47 лет, а никого нет. Хотя бы был кто-то 20-летний, хотя бы кто-то хотя бы начинал рисовать, или 30-летний. Нет никого. И вполне возможно, ну, наверное, она техника, наверное, она не пропадет, наверное, останется. Но это уже не будет неразрывной связью поколений. Вот 4-е поколение, она последняя. Дражин последний представитель вот этой Лебединской школы в том виде, в котором мы его знаем, вот этого огромного поколения. Вот. Спасибо. А можно Сейчас. вопрос? Да, с удовольствием, Ну, пожалуйста. такое на уточнение просто. А есть еще какие-то центры
ну, в Хорватии наивного искусства, кроме этого села и вот тех поколений художников, которые работали на стекле? Может быть, в других техниках, в других местностях? Центров нет. Есть отдельные представители наивного искусства, не, скажем так, да, не Хлебинской школы, есть Загорье, так называемое, рядом, есть часть ближе к Словении, такое Загорье, оно и есть Загорье, то есть за горами такая гористая часть, там известный художник Иван Рабузин, он больше в орнаменталистике, он признанный художник, но он не относится к Хлебинской школе. Есть Матиас Курени, вышеназванный, у него есть музей в Запрещиче, тоже под Загребом, музей Матиас Курени. Есть и другие авторы наивные, в том числе на побережье, там вообще как бы Марс, да, такой, скажем, в приморской части. Но вот этого мощного, такого, конечно. Они тоже работают в такой же технике, живопись на стекле. Нет. То есть это, можно сказать, прерогатива вот Хлебина. Это вот Хлебино, само село Хлебине и, условно говоря, близлежащие села в радиусе или, скажем, в диаметре 50 километров. И получается, традиции вот этой вот старой народной иконы на стекле тоже она не была распространена по всей стране, только в этом регионе. Нет, икона была Везде. и Германия, и Австрия, все Балканы, Румыния, Польша и Западная Украина. И в Западной Просто она Украине. не нашла никакого такого. А дальше, воплощения. а для этого надо было вот рядом кому-то быть таким, как я, Сахигедович, чтобы сумел это все соединить. Поэтому как бы нет, я не видел, потому оно уникально своей техникой, сумасшедшей абсолютно, и уникально это тем, что это обычные, еще раз подчеркну, обычные крестьяне. На самом деле здесь. Ага. Вот это и удивительно, Да, все. что за такой период исторический жизнь крестьян мы не видим никаких изменений, что там, что здесь практически одно и то же. В этом причина-то вымирания. Возможно. Возможно. Ну и потом еще это понятно, кто же будет заниматься в нынешний век нынешних технологий, да? У всех другие интересы. Это ж надо сидеть годами, десятилетиями учиться, и чтобы еще не факт, что у тебя чего-то еще ты достигнешь, чего-то получишь. Кому это надо? Все они интересны другие. У всех сейчас смартфоны, телевизоры. В Хорватии сложная экономическая ситуация. Население 4 миллиона 300 человек. Половина, наверное, ну не половина, конечно, по крайней мере, вот в этой области и в соседней, вот под Коприническая жупания, да, вот область, Меджимурье рядом. Близость границы, они вообще тут 20 километров у них до венгерской границы, собственно говоря, рядышком совсем Австрия. Они все отходничество, они все на заработках. Как у нас, собственно, как я живу, у меня полгорода, что Нерехта, депрессивный город, 25 тысяч человек, у нас полгорода. Все нормальное население у нас сидит в охране в Москве, остальные в Ярославле, в Костроме, все. Своих ничего, ни одного предприятия, все рухнуло, ничего. То же самое и там, все границы сейчас открыты, Хорватия входит в Евросоюз. Все, что до Граца, до второй город в Австрии после Вены, Грац, промышленный город, 3 часа езды на машине. Но самодеятельные художники не вымирают ни в какие времена. Но Школа может... мы говорим о школе, да.